Спасибо! Спасибо! Спасибо большое! Вы замечательная публика. Ну, на самом деле, это все было неискренне. Дело в том, что в телевидении все работает по сценарию. Так что это были не искренние аплодисменты, а чистая манипуляция. Смотрите. Да, так работает телевидение, здесь все обман. Ну что ж, друзья, мы рады приветствовать вас в студии 94. И для меня большая честь представить моего соведущего, автора проекта «Студия 94» Мамергова Ислама. Спасибо большое. Ну что, продолжай, я здесь подержу. Я здесь, я рядом. Спасибо, спасибо, Ислам. Я сейчас сяду. Ну что ж, это... Такой, ты зря так говоришь, сейчас сяду. Кто его знает? Как бы говорится, от тюрьмы и от чего еще там? Сумы. От сумы, да. Спасибо. Эрудированная публика. Что ж, это была отличная неделя для всех, в частности для нашей республики. Ну, дело в том, что в понедельник, после небольшого перерыва, наконец-то на работу вышел Владимир Путин. Что неплохо для президента ядерной державы особенно, выходить на работу. Также в Чечне, у нас здесь в Чечне прошел чемпионат, турнир по боям без правил, о котором мы поговорим чуть позже. И, собственно, первый выпуск нашей передачи. Сегодня первый выпуск, мы очень сильно волнуемся, мы не будем этого скрывать. Поэтому мы надеемся, что у нас все получится. Поехали! Муса, садись, а я как бы тебе хочу спросить, как я разговариваю, нормально? Вот у меня вот такого вот русского языка. Ты блестяще разговариваешь. Я блестяще манипулирую русского языка. Ты какие-то новости нам хотел рассказать. Ты видишь? Это не настоящий. Я знаю. Ты же говорил. Здесь все обман, это телевидение. Да, мы взяли все фишки с той самой передачи. Да, я знаю, что вы будете говорить. Да, я знаю, что они взяли уже с другой передачи, не будем говорить, какая передача, там есть много передач. Совершенно верно. Ислам, знаешь, что ты вспомнил? Мы когда сейчас просто говорили про обман и все такое, я действительно волнуюсь, ты волнуешься, мы стараемся делать вид, что все хорошо. Но на самом деле, однажды, я помню, когда мы с тобой разговаривали, и когда речь зашла о том, что самое главное на телевидении, ты сказал, что это честность по отношению к зрителям. Ну да. Нет, ты такого не говорил, ты говорил Ларри Кинг. Это сказал Ларри Кинг очень давно еще. Расскажи людям, почему, как мы эту передачу хотим делать, что она просто развлекательная, что она Да. не юмористическая. Дело в том, что... От тебя просто будут ожидать юмора, будут ожидать шуток, будут от тебя ждать, как от Они Павла будут Воли. разочарованы. Дело в том, что да, у нас в последнее время, как все знаем, мы на телевидении очень много аналитических программ, и все выглядит очень грустно, печально. Иногда это перебивается концертами, что еще печальнее бывает. Поэтому... Это блестящая публика, на самом деле. Это самые замечательные люди, которых я когда-либо встречал. Это самые умные люди. У них у всех красные дипломы. По 2 высших образования. Из чего вывод, что наши зрители — это депутаты парламента Чеченской Республики. Я шучу. У депутатов нет красного диплома, знаете. Ислам. Да, говори. О чем мы, Просто давай я скажу. Ребят, у нас такая вот просьба ко всем, чтобы вы от нас ожидали именно вот такого непринужденного разговора, просто диалога, да. И не ожидали чего-то сверхъестественного. Я не Гарик Мартиросян, тем более не Муса, не Иван Ургант, значит. Мы просто, я Ислам Мамергов, это Муса Сулейманов, и мы будем говорить простые вещи, которые нам всем близки, которые мы часто встречаем в нашем городе и где-то еще. Совершенно верно. Спасибо. Да. По формату нам надо было зачитать какие-то новости. Мы слишком близко к политике не стали приближаться и выбрали
пару новостей, которые наиболее близки нашему народу. Итак, криминальные новости. Нет, это реальные новости. Реальные новости. Итак, из Нижнего Новгорода инвалид напал на полицейского. В Нижнем Новгороде слушалось дело 48-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на офицера полиции. По информации следствия, подсудимый является инвалидом первой группы. У него отсутствует нога, рука и один глаз. Никого не напоминает? В смысле, он жив? Он... В смысле, он... Там Шамиля рядом не было нигде? Если даже он был, я думаю, он вовремя ушел. Ну и я не знаю, она насколько развлекательна, это вот чисто информация, это вообще свежая новость. 16 марта прошел марш, марш прошел в Латвии, в столице Латвии, в Риге, в котором приняло участие 1000 человек, марш эсэсовцев. Марш эсэсовцев. До сих пор они старые эсэсовцы. Они еще живые, их не перебили ли там? Чтобы примерно наш зритель понимал, я объясню, это все равно, что через 10-15 лет старые ваххабисты пройдут маршем по Примерно. Ну, цик и сык, по-моему, там сык и сык. Да, мы это вырежем. Хотя нет. Давай поговорим, давай пообщаемся, Давай пообщаемся. Люди поймут, что мы еще дружим, оказывается. Давай. Да, кстати, мы с Исламом дружим с 94-го года. Я был ребенком, мы с ним первый раз тогда увиделись. И поэтому назвали студию 94, чтобы отпал у всех этот вопрос, почему 94. Вот так мы умеем обманывать людей. Ислам, ты парень, вот один из мастодонтов эпохи 90-х годов. Я помню, что вы слушали крутую музыку, у вас магнитофоны были. Какие-нибудь истории из 90-х? У вас же всегда смешные истории про тех, про других. Чтобы нашим зрителям я могу не всю жизнь их во дворах рассказывать. И давайте послушаем, да, Ислама, какую-нибудь историю, если вы не против. Давай я расскажу историю одну очень смешную. Кто-нибудь слышал про верблюда историю? Кто-нибудь? Никто, да, не слышал про верблюда историю? Короче, ситуация такая. У меня, короче, был один знакомый парень. Он, у него родители были нормальные родители, которые имели нормальные деньги. И он такой вот умел тратить деньги родителей. И выезжал за границу. Мы понятия не имеем, что это такое. Да. Выезжал за границу, жил там неделями, месяцами. И в одной из очередной поездок он поехал в Египет отдыхать там с друзьями. Родители узнают, что их сына посадили. Посадили за то, что он сбил верблюда в пустыне на джипе. И этот верблюд очень-очень такой, есть там у них, оказывается, какая-то в красную книгу внесенный какой-то верблюд, который вот ходит, там их мало осталось. По пустыне они такие гуляют, тусуются. И сбил он этого верблюда. Родители продают квартиру, там, вытаскивают его из этой тюрьмы Египта, привозят домой. И вот мы его встречаем, говорим, что ты, как ты, что случилось, почему, что за верблюд, как ты его сбил? И он начинает, он историю рассказывает, что вот он ехал по пустыне, там, вышел из Абархана какого-то верблюда, и он его сбил, не знает, как-то вот так получилось, неожиданно, вдруг он сбил верблюда. И 8 лет он рассказывал эту историю. 8 лет он рассказывал всем одинаковую историю, что вот так вот ехал и вот сбил, и вот такой вот момент. Что верблюд выскочил. Что верблюд выскочил вот так неожиданно. И вот прошло 8 лет, и мы как-то сидим. Верблюды. Да, сидим, и он вот так сидит, вот так вот, в кресле, откинувшись. И я ему говорю, что так, опять вспомнил эту историю. Говорю, что там этого верблюда ты там сбил, не сбил? И он так сел. Ай, Ислам, если бы ты знал, как я долго за ним гонялся бы. Вот. Гонялся за верблюдом, чтобы его сбить, понимаешь? Это только, по-моему, чеченцы такое могут, да? Это ужасно, это ужасно. Нет, конечно, это ужасно. Человек говорит, это ужасно, как будто я из организации по защите прав животных. Всю жизнь на Курбан, Байрам, животных режем. Это ужасно. Да. Я много просто тоже сбивал. Ты сбивал вообще кого-нибудь? Да, я сбивал, я реально сбивал. Я как-то сбил, я не знаю, как это звучит, я как-то сбил, я был вообще мелкий. На чем ты был?
Я был на отечественной машине. Я у отца угнал, я сбил корову. А я сбил теленка, представляешь? Я сбил корову, я не знаю, так можно называть свою первую учительницу, но... Не-не, это действительно была корова, и я жутко перепугался. А я сбил Жутко. теленка, реального теленка. И, знаешь, я успел его порезать, самое прикольное. Да, ну это как прикольно. Ты представляешь, как это? Ну ладно, в Чеченской Республике это тебя правильно пойму. Для других вообще регионов, как это звучит. Я сбил корову, потом ее зарезал. Вот такая вот история. Поняли, да? Ислам, продолжай. Что потешь продать? нас. Тебе еще одну историю? Конечно. Ты Давайте я одну короткую Расскажи, историю знаешь, маленькую какие- расскажу. Какую? про Старую, 90-е? старых 90-х ребят, которых ты ж помнишь, про этих. Наркоманов. такой. Наркоманов, да. Расскажи нам про наркомана. Историю про наркомана. Ладно, были такие два друга. Один друг, короче говоря, умер. Случайно умер, передозировка, там у них есть такие моменты, передозировка, умер. Приходит его друг, который вот с ним вместе был в этот момент, и вот пытается что-то как-то, объяснить людям. Ну, все знают, почему он умер. Все знают, все вокруг знают, почему он умер. Подожди, куда друг приходит? Почему он умер, все друг знают. А приходит, друг скажи? приходит на тезис и сидит, и там вот, когда вот выносят труп, и он над ним говорит, знаешь, такую фразу, и говорит, он начал заниматься спортом, вот, понял? Он начинает его отмазывать, короче говоря. Вот он начал там заниматься, начал там какие-то там борьбой заниматься, уже какие-то у него результаты были, там что-то как-то. И знаешь, какую он фразу говорит потом в конце, чтобы как-то уже отмазывать? Он говорит, «Щи, наверное, повлияло бы». Отмазал он, понял? Ханс отмазал своего друга от, понимаешь, да, Я думаю, языков. да, я не понимаю. Мы избежали же этого с тобой, Ислам, да? Вот, Как-то пытались еще в те как-то времена. пытались. Ну, во-первых, не как сейчас молодежи было в Пятигорск поехали, там, попросили кого-то взгреть. Да, тогда... Постояли, капот открыли, да, Да, там, да. ложа бензин до тита, машинку, там, Да, 100 рублей. мы- у нас- Не, я тебе еще одну историю скажу, я, прикинь, еду один раз, мне моргает, но у меня машина... Без убийств. Без убийств. Машину ты помнишь, да, ты же говорил, не отечественная, да? И меня моргает, и тут, а за рулем сидит мой друг, а я сижу сзади. Я специально не вылазю, сзади моргает приора белая, посаженная. Выходит мой друг, я говорю, спроси меня, что он хочет, я просто не хочу с ним разговаривать. Выходит друг и начинает с ним вести диалог. Тот, ты понял, да, я что тебе объясню, я сейчас тебе покажу этих парней. Вот эти вот джинсы, понял ты, вот эти вот зауженные джинсы, белые носки. Не как в Не, 90-е, ты ж помнишь, белые носки, мокасины. всё, Да. понял, да. Кепку с коротким козырьком, вот эти Понял, вот. да. Джинсовая куртка. И подходит, вроде нормально. То есть, в смысле, и подходит и говорит, 500 рублей дайте, говорит, мне надо до дома доехать. Ехал, говорит, все, проиграл в казино. А я говорю, ничего, что казино уже давно закрыли, а он знает, где места. ничего. Да, ничего. Вот мой друг предложил ему продать запаску, и вот так мы его отмазали. Ислам, давай закончим с нашим этим Давай обсуждением. перейдем к следующей рубрике. И рубрика Да, очень крутая. как рубрики, самые главные рубрики гостя в студии 94. Гость в студии 94, трехкратный олимпийский чемпион, живая легенда спорта, многократный победитель всяческих турниров Бойсар Сайтиев. Очень приятно. Садись. Все в порядке. Как? Бойсар. Как ты? Как поживаешь? Ничего, я думал, вы про меня забыли уже. Не, ты что? Мы, наоборот, про мы тебя как-то не хотели подвести к У тебе. нас у спортсменов обычно, когда приглашают на соревнования, проводящая сторона, как правило, себе самый лучший зал, там разминаются, все, а спортсменов, которые приехали,
немножко им условия создают, чтобы им было не совсем удобно. Да? Я думал, может, у вас уже такое практикуется. Тебе неудобно было? Сами разминаются полчаса, анекдоты друг другу рассказывают, а меня, спортсмена, там держат в темной комнате. Вот бы дали что-нибудь почитать. Да, сейчас на моем фоне хотят сами казаться красноречивыми. Да. Не, мы на твоем фоне Но никак вообще. я свои козыри тоже, я поразмялся хорошо, если... Смотрите. В отличие от любого другого гостя, ты можешь с легко нам воздать. Мы очень долго готовились к этой передаче, но Можно, да? Да, конечно. мы долго готовились к этой передаче, и когда узнали, что будешь ты... Не, мы наша сначала пе- как решали? Дело в том, что мы... так, нам для первой передачи, это чистая правда, нам для первой передачи нужна была мега-звезда, мега-личность. У нас... Спасибо. Не, знаешь, мировой. Да. Мировой, не так, не Россия, не Чечня, а мировой. Дело в том, что да, мы так взяли 3 категории, самые ходовые, скажем, в Чечне: политиков, спортсменов и артистов. Думали, кого самого такого. Думали, кого же выбрать. Потом дело в том, что у нас формат нашей передачи. По формату мы должны говорить по-русски, поэтому министры у нас сразу отпали. Что подставлять? Артисты сами собой, они у нас часто отпадают, периодически. Не хочу никого покоробить. Из спорта я не знаю более достойного человека, чем сегодняшний наш гость. Благодарю. Как ты поживаешь? Чем ты занимаешься? Тебя действительно давно не видно. Ну вот на передачу, но то, что меня не видно, это неправда. Я сам себя иногда слишком часто вижу, чем ожидал. Ну, я живу уже не в Чеченской республике последние пару лет, поэтому, наверное, на улицах где-то меня мало здесь видно. Так по телевизору нет, вижу, сам даже встречаю. Где-то натыкаюсь, да. Вот с этим связано, что я не живу здесь последние, Вообще все хорошо у тебя, наверное, просто вот года так. два. Все хорошо. А по мне уже видно, да? Нет. Не, просто мы хотим, чтобы зрители, С такой телезрители... надеждой, все хорошо у тебя, Нет, ну, да. мы хотим, чтобы у тебя все было хорошо. Это я однажды ехал, но я никогда сильно, скажем, внешностью никогда не было моим козырем. Ну как это? Нет. Не в спорте в том числе, да, то есть вот такой фактор. Меня всегда в детстве, сейчас мне рассказывают ребята, которые когда-то, оказывается, были спортсменами, говорит, мы когда тебя... Серьезно, мне говорят, когда я тебя первый раз увидел на соревнованиях, думаю, вот этот бы мне попался, думаю, да. Вот, А то как есть же это знаменитая фотография? Внешностью я никогда как бы угрожающе не выглядел. В соцсетях, соцсети говорят совсем про другое. Есть твои черно-белые фотографии вот эти Где? вот на кухне, там Нет, где-то ну еще. вот там. только за счет профиля, если только так, Не, там страшный девочки взгляд. очень много пишут, там, Убуайсер, там все дела. Так что давай. Стопер, да. Про спорт говорим же мы. Да, действительно, мы и про спорт говорим. Вот, Босser, сейчас без преувеличения могу сказать, да, ты как в мире борьбы, ты как Джон Леннон музыки, как Аль Пачино в кино, да, ты пример для подражания для миллионов, может, мальчишек. Скажи, вот ответь на вопрос, каково это ломать людей? Ну, я так и понял, что я сегодня в качестве мишени буду, да? Нет. Мы просто хотим узнать, как вот человек приехал на Олимпиаду, готовился 4 года. А ты не Знаешь, готовился? Ты не готовился, да? ты приехал и ты всё знаешь, сломал. это самая любимая, скажем, формулировка спортсменов. Да, он никогда не тренировался. Это говорят те, которые во 2-3 год занятий завязали. Называют меня, человека, который 30 лет этим делом занимался. Да он никогда не тренировался, ему все от природы. Ты посмотри на меня, какой я от природы. Я на борца похож. Ну, похоже, а я тоже чемпион. Да, а ты реально похож на реального чемпиона.
Да, у вас- Да он никогда, это любимая фраза нашего главы республики, да он никогда не тренировался, ему от Бога дано, мне говорят. И эти рядом сидят, да, которые вместе со мной тренировались, раньше меня уходили из зала и бросили на 20 лет раньше меня. Юр, тренировку говорит, знаешь. Поэтому, мы- сдаюсь, не тренировался. Но единственный один фрагмент из твоей жизни, я не знаю, насколько я сейчас правильно скажу, нет, если я не прав, ты меня поправишь. У тебя был какой-то тяжелый период, кажется, 99, под 99-й, 2000-й в личной жизни, а потом ты женился и внезапно выиграл. Вот и дитя. Это то самое, да? У тебя день рождения был, вот недавно было. Было, да. Когда? 11 марта. С днем рождения! Галдер Алуэл, это все тебе было, Вася, между прочим. Это какой год, когда ты стал первый раз? Впервые я чемпионом мира стал в 95-м. Меня только специалисты знали, ну, чеченцы знали меня многие, да, то есть в основном, кто там где-то за пределами живет. А в 6-м я стал олимпийским Это была чемпионом, и, конечно, меня все любят. Тогда была твоя знаменитая фраза, что ты посвящаешь победу всему народу, которому сейчас так тяжело. Нет, более точнее, я недавно это интервью видел. Буквально недавно видел Говори, я это интервью. Мне говорят всегда очень красивые, придумывают слова, говорят, что это я вот так сказал, вот так сказал. Нет, абсолютно это было экспромтом. У меня спрашивали, задавали мне вопросы. Мне, конечно, было крайне неудобно сейчас стоять на них, отвечать. Тем более, что я не знал, что я отвечу. Вот я недавно слушал сам, как я это сказал. Да, это было искренне. Но это по тебе было знаете, видно. несмотря на нашу передачу, формат нашей передачи, да, я вам напомню, те времена, они были очень мрачные времена и Всё внутри. И поэтому я сказал, что они задавали с таким пафосом, вот вы стали олимпийским чемпионом. А для меня этот день не был, да, то есть таким днем, да, это было время, вот, когда эмоции у нас на минусе. И я сказал, что ничего я не вижу, что такого сверхъестественного произошло. Кому посвящаете? Я говорю, кому посвящаю. Я же говорил много раз, что я никому их не посвящаю. Я просто прихожу, как все остальные, выхожу, борюсь. Если выиграл, это я никогда не считал подвигом. И я сказал, если сегодня кто-либо, где тяжело сегодня в Чечне, если сегодня увидел меня, на мгновение отвлекся, вот Да. это максимум, что я мог сделать. да, И так так оно и было на самом Да. деле. Человеку, который сидит в тех условиях, ему, на я самом деле думаю... отвлек. Но с другой стороны, оказывается, это был очень большой стимул для жизни, очень большой стимул для того, чтобы, знаешь, давайте не будем вспоминать эти Я знаю об этом, времена. потому что для меня это был Да. стимул. Да, Давайте совершенно поаплодируем. верно. Да. Все же, к счастью, все это, надеюсь, позади навсегда. Веса, ты сам сказал, да, ты не часто дома бываешь, ты приехал, мы знаем, что ты приехал на турнир по боям без правил. Мы знаем про этот турнир, мы хотели бы от тебя услышать, что за турнир, как и что там происходило. При всем уважении, при всей любви в общем ко всему спорту, да, то есть я ярый поклонник и на всю жизнь моего любимого вида спорта, да, то есть вольной борьбы. Шахматы, в принципе, можно поиграть. Шахматы очень параллельная, такая же интеллектуальная игра, как и борьба, шахматы. И возвращаясь к этому нашему спорту, вот эти виды спорта, которые сейчас очень популярны на телевидении, популярны у молодежи, популярны у той публики, которая хочет быстро получить зрелище и быстро о нем забыть, вот это очень хороший формат проведения соревнований для вот современных людей, которые время, как некто когда-то назвал ее еще 100 лет назад, фельетонной эрой. У нас пришло время, когда мы быстро-быстро на коротких обрывках информации. То же самое сегодня очень грамотную работу ведут организации, которые нам представляют вот это зрелище, которое называется «Бои без правил». Оно форматировано правильно, оно по времени очень удобно, да, то есть у них форма организации очень удобная, и поэтому они у нас забирают наши
нашего зрителя, они у нас забирают, да, то есть то внимание, которое бы мы хотели, чтобы им был интерес к нашему виду спорта. Классические борцы, борцы, которые вот с первых Олимпийских игр, которые вот с античных времен, да, продолжают нести традиции вот этого единоборства в массы. Но вот та работа, которую сегодня они делают, она заставляет нас задуматься, да, то есть вольников, классиков, дзюдо, олимпийские виды спорта. Нам надо очень много, приходится работать, чтобы выдерживать конкуренцию вот с этим растущим видом спорта. Тебе понравилась сама организация? Мне, как всегда, нравится бывать дома, мне, как всегда, нравится близкого расстояния наблюдать за нашим главой, за вот нашими руководителями. Это для меня очень важно, от их действий, от них зависит наше всех как бы существование ежедневное. То есть в этом плане очень интересно. Ну и спортивная составляющая, конечно, мне как единоборцу, да, очень меня это захватывает, это меня, тем более, что есть там новые там удушения, какие-то моменты, которых у нас нету. И вот разницу вот эту, да, как спорт, она мне она нравится наблюдать это дело. Но все равно я больше за то, что спорт это дружба, спорт это вот такие вещи не люблю я в спорте, не люблю. Понятно. И мы заговорили на эту тему, я думаю, для нас большая честь первым сказать на телевидении, официально с сегодняшнего дня, да, если мы не ошибаемся, ты являешься советником главы Чеченской Республики. Это круто! Это круто! Да. Быть советником такого человека, еще совет, это очень круто. Спасибо. Да, Альберт, поздравляю. Войсер, тут, я думаю, это не только мы, это все знают, что тебя, да, дома, насколько мы знаем, называют так уменьшительно, ласкательно, как многих из нас, бусик, да, верно так называют, да? И это замечательно, на самом деле это замечательно, когда дома тебе с детства дают какое-то прозвище, и потом со временем не меняется. Это как мило выглядит, да? Вот, например, Ислама, я знаю, зрители, может, тоже знают, дома называют Самик, меня Мусик. И я предлагаю дальше формат передачи вести, в смысле формат продолжать в том же духе, чтобы называть друг друга так. Итак, еще раз в эфире «Студия 94». С вами ее ведущий Самик, Мусик и наш гость Бусик. Продолжайте. Можно я вопрос? Ну, конечно. Просто вот как бы еще раз вернемся не к спорту, а вот просто какая-нибудь смешная история была у тебя вот такая, чтобы... У меня вообще в жизни юмора не было. Про Бусика и Мусика и про вот этого, да. Нет, ты можешь так же нас называть. Мы не против. Не, я не к тому, что я против, хотя я против. Сабина Аньяра, наша бабушка была, да, она была очень такая своеобразная, такая, как бы тебе сказать, по-чеченски, куро садерка из так уже так делаем, так она она меня назвала этим именем, и если кто-то приходил, Бусик, кричал, все, это значит, она ходить не могла. Оттуда неслось Бувайсар. То есть она была уже сама дала, и сама потом была в конце Она категорически не разрешала меня называть вот этими мусиками, шмусиками. Не знаю, ну, у кого какие взял? У меня дома никаких проблем не было. Дома, да. Дома, да, Мусик сразу. Ты просто из дома не выходишь никогда, у тебя бы эту С проблему. первого дня Мусик. Даже сначала Аиста хотел взять. Хотя имена у нас были у стариков, глядишь, я смотрю моих предков. Чичик, мичик. Да, у меня тоже такая же тема. Поэтому мы тоже Бусик, Самик. У меня одна просьба есть, если есть возможность. Просто у меня, ну я надеюсь, у меня будет внуки. Дети есть, внуки будут, надеюсь, будут. И я думаю, что у меня будет только время, когда я буду рассказывать им всякие истории. А так как ты очень легендарная личность, я думаю, что и будешь. Ну, не думаю, уверен, что ты будешь. Да, и я потом буду просто сидеть и говорить, вот, 3-кратный олимпийский чемпион есть, вот, и с ними я боролся. Что ты хочешь? Я хочу вот
на ковре вот попытаться побороться может, потому что потом всем своим там потомкам рассказывать, что я боролся с трехкратным. Думаешь, тебе будет чем похвастать? Не, мне хотя бы... Давайте, да! Нет, нет, сам факт. Соглашайся! Соглашайся. Давайте, я за. Сам факт. По какому виду? По вольной борьбе. Нет, я, конечно, понимаю, что я проиграю. Я и скажу всем, что я проиграл. не спеши. Но я проиграл трехкратному олимпийскому чемпиону. А может мы по одному не А деремся? если я проиграю? А может мы по одному не деремся? Ты знаешь, у нас был первый чемпион мира среди чеченцев. Вообще знаете вы кто? По всем видам спорта. Да, именно те люди, которые знают сейчас. Первый спортсмен, чемпион мира среди спортсменов чеченцев был Асламбек Бесултанов. Это было в 1977 году. Его здесь встречали в аэропорту Грозного. Первый человек, которого встречали в ранге чемпиона мира. Он дня 4, говорит, я отрабатывал, как я буду спускаться с самолета. После чемпионата мира. Он выиграл чемпионат мира, а у нас вот в эти времена был очень известный, популярный по сей день Деги Багаев был у нас как бы очень популярен в народе. И все приходили на тренировки, и все хотели побороться с Асламбеком. Асламбек, латитан, он говорит, Сабарди, а вот сейчас, если я у тебя выиграю, никто не удивится. Говорит. Если ты у меня сейчас случайно балл возьмешь, завтра вся Чечня будет рассказывать, что ты меня... Я тебя могу... Я могу тебя успокоить, я даже не знаю, не собираюсь балл брать, просто не знаю, как это делать, просто элементарно, как этот балл брать. Ну, в КВН немного баллов не брал. Я в КВН. Да, спасибо, что... Нет, давай, просто... А в КВН очки или баллы? Баллы. Баллы, да? Да, у нас... Ты видишь, как там много вообще. Слава Так, Богу. что ж, давайте... Друзья, Ты будешь это секундантом. Как я это даже не называется? знаю, как это делать. Нет, это просто файт. Файт. Да, вот это тренироваться. Давайте, друзья, этот бой должен войти в историю. Бой я схватка, бой. Да. Если бой, то я начинаю. Ты просто делать. можешь вот так просто... Бой схватка? О чем вы говорите? Вот. Как Хочешь тебе самый хороший прием Давайте. покажу? Если ты вот попался с борцом. Давай. Резко разворачиваешься Убегай, да? и пошел. Я думаю, что... Думаю, ты мне один просто покажешь, как это делается. Один какой-то прием, который можно Ну, не сломать меня. второй прием. Первый я тебе показал. Да, первый Лучше прибегай к первому. Я уже много раз к нему прибегаю. Я очень часто к нему прибегаю. Так что какой-нибудь такой, где вот можно Да, самооборониться. где можно вот так постоять. Да. Это Захват. греко-римский. Хороший самый захват. Ага. Вот. Вот после этого борцы друг к другу ближе становятся. Только смотри, он думает, что я сейчас из таких побуждений, таких добрых побуждений тебя обнимаю. Так улыбнулся ему, раз отошли, и тут резко, короче говоря, глаза в кучу и в ноги вот так пошел. ты пугаешь Понял? людей, Да, сейчас ты сделай, как будто мы подружились. Да. Сейчас отойдем, и страшное лицо, и пошел в ноги, проходи. Вот туда. Кто победил? Я победил или он? Конечно. Нет, давай я вот так. Давай я, меня много раз уже поднимали. Друзья, дорогие друзья, еще раз. Сегодня у нас в студии 94 была не просто личность в спорте, это живая легенда. Я сейчас без какой-то лести. Живая легенда мирового спорта! Мировая звезда. И что для нас важно, человек из 90. Умный, грамотный, воспитанный, эстет. Бойсар Сайтиев. Бойсар, спасибо. Спасибо, успехов, хороших гостей вам. Дерезко, кто пришел. Вот так. Я в шоке от этого гостя, он очень крутой. Да, Бойсар действительно показал. Он зарядил нас. Просто чемпион, не просто чемпион, не просто спортсмен, действительно интеллигентный человек. Что ж.
на этом, я думаю, да, наш первый выпуск плавно подходит к концу. И если он все-таки выйдет в эфир, а если вы видите то, что Мы сейчас говорим, многие и то, что- считают лицом, да, на экранах, значит, мы в эфире. Если нет, мы сохраним эту первую запись, будем показывать нашим внукам. И будем говорить, смотри, вот этого никогда не делай! Нет, Так никогда не спонсоров жалко, которые вложились, если не зайдет, понимаешь, передачу, которую... Да, вот эти эти 400 рублей надо будет вернуть как-нибудь. Ладно. Что ж, я тебя лично благодарю, своего соведущего. Я тебя Ислама тоже Мамедова. благодарю очень. Спасибо очень большое, но больше всего я хочу поблагодарить нашу замечательную публику, без которой сегодня не получилось бы это шоу. Это была студия 94. Встретимся и через неделю. Канал Грозный. Всего сильно. доброго. Давайте, всем пока, спасибо.